Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». Новости осенние 2019 года из жизни нашей Республики Мордовия прокомментирует доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Мордовия, основатель научной школы истории и культуры Мордовии и мордовского народа, член исполкома Организации мордовского народа Владимир Кузьмич Абрамов. Девиз у нас, как всегда, Петра Николаевича Тултаева. Авторство: пока мы будем безучастными, мало что изменится. Добрый день. Здравствуйте. Вот, значит, у нас осенью, 20 сентября, избрали нового руководителя национальной культурной автономии татары Якташлар Шамиля Давыдова. А 23-25 октября прошел 7-й съезд Межрегиональной общественной организации Мордовского Махшанского Рязанского народа. Вот как вы считаете, Владимир Кузьмич, вообще у нас в Мордовии есть ли притеснение по национальному, конфессиональному принципу, и как у нас вообще выстроены межнациональные отношения? Ну, в целом, русские, мордва, татары на территории Мордовии живут ведь очень давно вместе. И за все это время, как говорится, притерлись сами люди. И таких конфликтов межнациональных у нас, чтобы две деревни, как вот на Кавказе бывает, две деревни живут различные национальности, вот, чтобы они между собой конфликтовали, вот такого у нас нет. Ну, конечно, на бытовом уровне всякое бывает, и противоречия, и конфликты, вот, но уж таких столкновений у нас нет. Поэтому можно сказать, что в межнациональном плане у нас ситуация более-менее стабильная, благополучная. Что касается выбора национальной автономии, культурной автономии татар, ничего не могу сказать. Я этого человека не знаю. И, в общем-то, он был главой Лямберского района. Да? Да? Ну что, если был главой района, значит, человек, в общем-то, солидный, хозяйственный, знает, в общем, жизнь. И дай Боже, пусть работает хорошо и приветствует национальную культурную автономию татарского народа. Вот, ради Бога. А вот как вам кажется... Насчет съезда. Да. Я участник съезда и член исполкома, нового исполкома. И поэтому, ну что я могу сказать? Общественная организация – это организация уже в силу своей деятельности, она организация политическая. Она осуществляет политику. Если даже вот проводят праздник, у нас общемордовский праздник Шомбрат, и если выставку устраивает, например, детских игрушек, то это уже политика, в данном случае политика по развитию, сохранению национальной культуры. Но этим ее деятельность, конечно, не может исчерпываться, потому что основная задача общественной организации – это контроль за действиями власти, за чиновниками. Мудрость чиновников, как мы знаем, она безгранична. И если время от времени их вот не одергивать, не показывать им, что они могут далеко зайти. Но вот, к сожалению, в этом плане деятельность нашей организации, межрегиональной организации мордовского народа, она, мне кажется, в последние годы она как-то сникла. Я бы даже сказал, скукожилась. Потому что если мы вспомним времена, когда во главе стоял Начкин Дмитрий Тимофеевич, потом Совет Возрождения мордовского народа, Иван Андреевич Ефимов и Григорий Ильич Пенясов стояли, и даже Михаил Васильевич Мосин, человек очень мирный, филолог, но он все-таки отстаивал вот эти интересы. И многие интересы. Вот благодаря их деятельности ведь было очень многое сделано. Был открыт национальный театр, построено новое здание театра, открыто финно-угорское отделение при Мордовском университете, межрегиональный центр финно-угроведения, выпускался и выпускается, слава богу, сейчас журнал «Финно-угорский мир». Вот все это выпускалось много литературы. Например, только моя кафедра, когда я возглавлял кафедру новейшей истории народов России, вот, мы выпустили за 15 лет 25 сборников. И практически ежегодно выходил сборник научных статей по финно-угроведению и раз в 2 года сборник документов. За счет республиканского финансирования? Нет. Вот как раз не за счет республиканского финансирования. Немного помогало госсобрание, ну, можно сказать, хорошо помогало государственное собрание. Правительство несколько раз давало гранты. От университета мы не получили ни копейки. Один раз был грант президентский, президентом, и один грант Варсонофия, нашего митрополита Мордовского. Вот за счет этих грантов мы выпускали все. Я повторяю, университет не дал ни копейки.
И вот все это, не только я работал, не только мои коллеги работали, но также работали и искусствоведы, вот, филологи очень активно работали. Благодаря этому университет он и получил статус национального исследовательского учреждения. Понимаете? Им уже не за химию дали, не физику. Мы понимаем, что Саранск это не центр физической науки Российской Федерации. Нет, и химической тоже нет. И электротехнической даже тоже нет, несмотря на наш завод Лисма и прочее. Все-таки в Москве, Петербурге, в других крупных городах там посолиднее и база, и ученые, что там говорить. Главным образом дали за финно-угроведение. Сюда перешла штаб-квартира Ассоциации финно-угорских народов России, вот как раз Петр Николаевич Тултаев, он ее возглавляет, и прочее. И благодаря этому пошли финансовые вливания, и Саранск-то преобразился. Прямо, надо сказать, благодаря именно этому, что он стал центром финно-угорских народов. Сюда пошли иностранцы. Иностранцев нас любят, уважают, значительно больше часто, чем своих. Вот. И город он преобразился, прямо надо сказать, сразу. Вот. Но вот в последние годы очень много из этого утеряно. Закрылось финно-угорское отделение. Что там еще? Очень значительно, прямо скажу, уменьшилось представительство на кафедрах, заведующих кафедрами граждан мордовской национальности. Очень сильно. Я как-то посмотрел, и в основном-то сокращение идет за счет кафедр, которые возглавляют мордвины. Если вот сравнить, например, вот взять университет и посмотреть ученые Мордовского университета за 2011 год и за 2016 год, я просто удивился и был даже потрясен. И потом подумал, а почему, собственно говоря, так? Ну, у нас-то все идет сверху, вы знаете. Вот. И как-то у нас всегда, вот мы часто ругаем коммунистов, но и при коммунистах как раз была очень выдержанная национальная политика. Вот в частности у нас в Мордовии. Первый секретарь, глава, он руководитель основной, за все время все были русские. Один Пиксин был после войны, мордвин. Но зато следующие посты, это председатель Совета Министров и председатель Верховного Совета, они обязательно их возглавляли мордвины. Причем, если Эрзинин был председатель Совета Министров, то председатель Верховного Совета Макшанин обязательно. И наоборот. Это не случайно делалось, это делалось специально. Почему? Потому что национальный фактор, он латентный, он скрытый, его не видно так. Вот у нас особенно, мы вот так не проявляем, как на Кавказе, свои национальные противоречия, но они же никуда не исчезают. Они остаются внутри, они вырываются где-то совершенно в других вещах, в бытовых условиях, где-то в отношении к работе, в отношении к руководству, причем не просто руководству Мордовии. Вот, кстати, о руководстве. Вот смотрите, сейчас у нас глава республики русский, председатель Совета правительства русский, председатель Государственного собрания русский. Я допускаю, что это, я знаю, что достойные люди и хорошие специалисты, возможно, потому что иметь долг в 2 бюджета, это надо быть очень хорошим специалистом, чтобы это все заработать. Вот. Но тем не менее, сам национальный фактор, он же никуда не делся, люди-то видят, это ни в коем случае нет. А если взять, например, министр по печати из Нижегородчины пригласил человек не из Мордовии, человек не знает языка, а как он будет контролировать мордовскую печать? Вот сразу вопрос у меня возникает, а? А что, специальные люди будут там иметь? Вместо одного знающего язык будут по каждой газете еще по одному человеку будут ставить, которые бы ему переводили и докладывали, а что там, о чем там пишут. А вдруг что враждебное напишут, а? Всякое ведь может быть, люди-то всякие бывают. Ну, конечно, они враждебные не напишут, потому что все люди очень хорошие, все патриоты, я их всех хорошо знаю. Вот. Ну, я, к примеру, это сказал. Ну и, наконец, вот Анатолий Михайлович вот недавно был. Да. Тоже достойный, очень хороший, кстати, коммуникабельный человек. Но тоже ведь он не мордвин, он не знает. А вот министр культуры был, министр по национальной политике. Я считаю, что это неправильно. Я выступал на эту тему на съезде, вот я просто повторяю то, что я говорил. Я сказал, что вот это, когда вот печать, культура, да, люди, не знающие языка, это уже попахивает анекдотом. Я так и сказал.
И я по этому поводу, у меня есть и публикация на одной из конференций за пределами Мордовии, правда. Я это высказал все, потому что это ненормально, а ситуация должна быть нормальная. Не доверяют Мордве, получается. Вот. Ну, выходит так. Когда в руки не граждан мордовской национальности передается судьба мордовского народа, титульной нации, республики, это ненормально, это нельзя считать нормальным. Я не понимаю, почему там та же госпожа Матвиенко, они, так сказать, должны следить, что происходит в регионах Совет Федерации. Почему они не обращают внимания на такие вопиющие вещи? Вот что я могу сказать. А так, люди-то у нас, в общем-то, все доброжелательные в основном. А если есть конфликты на бытовом уровне, ну где их нет? А вот Анатолий Михайлович Чушкин еще отвечал за сферу культуры. Как бы вы оценили итоги его работы в сфере культуры? Какие пожелания новому министру? Новый министр, я нового министра практически не знаю. Первый знаю, зам, она была руководителем. Нет, я знаю, что да. она была замом как раз по культуре. А до этого в городе отвечала за культуру. Да, тоже в городе. Близкая подруга, насколько я слышал, госпожи Латвановой, вот, которая тоже в городе отвечала за образование. Ну, что пожелать? Мы результатов работы пока не видели. Вот. Пожелать успешной работы по развитию культуры, причем прежде всего национальной культуры. Почему я это подчеркиваю? А потому что все-таки Саранск не центр русской культуры и не центр татарской культуры. У нас есть Казань, прекрасный город, миллионный. Там есть такие театры, я там неоднократно бывал. И уровень там прекрасный, и образование, и татарского образования, татарской культуры. Вот где центр. Конечно, нужно развивать и у нас татарскую культуру, без сомнений, но все-таки титульный народ-то Мордва, и Саранск-то для чего Мордовия была организована? Вы меня извините, не для того, чтобы футбол устраивать на мировом уровне, а для развития именно национальной мордовской культуры, печати и так далее. И вот в этом смысле хотелось бы пожелать, чтобы она обратила большее внимание на развитие национальной культуры. Вот получается, у нас еще одну женщину назначили министром. А 26 сентября прошло заседание правления общественной организации «Союз женщин Мордовии». Избрали нового руководителя Ольгу Игнатову. Она была до этого заместителем. Она депутат Саранского горсовета, руководитель Центра детского творчества номер 2. Как вы считаете, у нас женщин представляют в Мордовии и нет ли неравноправия по отношению к ним? Я госпожу Игнатову тоже не знаю, ничего не могу сказать о ней. Ну, видимо, если ее избрали, значит, женщина считает, что она достойна этого поста, этой должности, тоже хочет пожелать ей хорошей, успешной работы на этом месте. Вот. Как женщины представлены? Здесь вопрос достаточно сложный. Раньше все-таки пытались вот и в Верховном Совете как-то выдерживать вот это гендерное соотношение. Сейчас я в последнее время даже не смотрел. Ну, такое ощущение, все-таки женщин маловато. Вот. Ну, в правительстве, я вот смотрю, теперь у нас женщины представлены. Министерство образования, Министерство культуры, вице-премьер женщины. Но я не за счет того, что именно половина на половину, что половина была женщин, половина мужчин, поскольку женщин даже больше, вы знаете, в населении у нас, чем мужчин. Я просто думаю, что специалист должен стоять на своем месте, независимо от того, какого он пола. Если он хороший специалист, прекрасно, то он пусть и работает. А специально делать, чтобы там именно женщина стояла, а не мужчина, я думаю, это неправильно. Вот у нас Мордовия сейчас в тридцатку входит по образованию, по качеству образования, то есть получается в середине, или ближе к первой трети, а Владимир Дмитриевич Волков, Владимир Дмитриевич, 27 августа на образовательном форуме поставил задачу войти в десятку лучших региональных образовательных систем. Получится ли, и если получится, то что надо сделать, чтобы получилось? Ну, если он такую задачу поставил, Владимир Ильич, я думаю, он знает, что надо делать. И знает гораздо лучше меня. Ну, может, он вводит нас в заблуждение для пиара избирательного? Ну, это немножко известно, что каждый кулик, извините за выражение, свое болото хвалит. Это не к Владимиру Дмитриевичу относится, естественно. Я просто русскую поговорку привел. Каждый волк. Вот, да. И
Естественно, каждый руководитель, он всегда прежде всего говорит о своих достижениях. Это нормально, это естественно. И каждый полководец всегда говорит о своих победах. Вот. Входит ли Мордовия в 30-ку? Я не знаю, я такую статистику не смотрел, не видел. Но я долгое время работал в университете. С 83-го года преподавателем. Это вот, считайте, практически 30 лет, да? Даже больше. Ну, вот, преподавателем. И я обратил внимание вот на такую вещь, что у нас очень многие, вот приходят студенты, вроде аттестат сплошные пятерки, четверки. Начинаешь с ним беседовать где-то по общей эрудиции, ну, чувствуешь, ну, не дотягивает студент или студентка. А приходит откуда приезжает, с Рязани, да, с Нижегородчины, скажем так. Ну, я смотрю, там тройки, четверки, начинаешь беседовать и видишь, в общем, человек-то развитый. Вот это у меня было, как говорится, такое впечатление. Было впечатление. А вообще, так вот у нас народ-то неплохой. Я, помню, учился в Нижнем Новгороде, первое образование получал. И мы были с Виктором Пугачевым. Он был из села Зайцево, Воробкинского района. Парень из сельской местности, приехал тоже, мы так вот с ним поступили, там были. Так он, знаете, он был лучшим шахматистом, он был лучшим математиком на вот нашем факультете, там 100 человек на факультете училось, на потоке, на одном курсе, он был лучшим математиком. То есть уровень был прекрасный. Еще у нас Вельмакин Виктор был из Старого Синдрова, химик, он кончил химический факультет, там же учился тоже, он прекрасно учился. То есть у нас есть люди, которые на хорошем уровне и мыслят, и работают, и учатся. Ну, если войдем в десятку, то тоже против этого будет выступать. Дай бог. 7 августа Федеральная служба госстатистики опубликовала ежегодную таблицу суммарного коэффициента рождаемости. Число родившихся детей на одну женщину. И Мордовия стабильно, вот уже с 2012 года, по крайней мере, второе место с конца. Вот почему это такое? Ну, это можно ответить на этот вопрос. Тем более вам, как лучшему специалисту по демографической статистике. Ну, я не сказал бы, что я лучший специалист. У нас есть статистики, демографы, которые тщательно следят именно за этим, и у них знаний больше в этой области. Я просто, как историк, могу свои предположения. Дело вот в чем. Кстати, в Мордовии всегда была очень высокая рождаемость. Всегда. Если вы почитаете до революции сообщения историков, специалистов, то говорят, Мордва относится к самым плодовитым народностям России. Это была традиция. Были очень большие семьи всегда. Семьи начали уменьшаться после коллективизации, когда практически все многочисленные семьи, очень многие, были выселены отсюда, как кулаки. Кто такие кулаки? Много земли, много скота, много еще чего. А у кого много? А у кого больше работников, у того и больше. Понимаете, что произошло? Потом эта традиция как-то после войны упала, эта традиция. И еще деревня оставалась, многочисленные семьи были. Но вот начиная где-то уже 60-х годов, здесь пошла тенденция, когда начало городское население расти, оно выросло за счет деревни. Ведь большие семьи были в деревне. А в городе, все-таки, я прямо скажу, прокормить большую семью сложно. Это в деревнях через одни валенки там проходят двое-трое, через одни галоши и так далее. И никого не волнует, кто как бегает, в каких штанах или без них, там это уже маленькие. Это уже не столь важно. А в городе тут совершенно другая ситуация. Какая? Ну, во-первых, в школу надо собрать ребенка. Обязательно, сейчас вот говорят, у Пети есть смартфон, а вот у меня нет. Значит, надо его как-то снарядить и соответствующим образом. Чтобы был одет хорошо, да и сами, чтобы они не хуже, как говорится, соседи одевались. А в современных условиях это довольно сложно. Плюс наше родное телевидение, оно гоняет то и дело, показывает вот эти вот мыльные оперы в перерывах между детективами.
И там все ездят на машинах, у всех обставленные квартиры, все прекрасно одеты, и непонятно, откуда у них все это взялось. И люди-то смотрят на все это, и тоже они стараются соответствовать. И поэтому в городе, я прямо скажу, прокормить 2 и более детей – это очень сложно. Одного и то сложно. Поэтому люди, они не стараются заводить большие семьи. А вот в деревне людей-то не осталось. В деревне остались пенсионеры, молодежь разъезжается. И из Мордовии стараются выехать куда? Ну, там, где выше зарплата. Вы посмотрите, из года в год растет население в Москве, Московской области, мордовское население. Вот оно где. Нижний Новгород, Самара разъезжаются. Естественно, там выше зарплата, люди туда едут. И поэтому рожать-то некому. Вот в чем дело. И ситуация в ближайшие годы не изменится. По данным на 1 ноября Федеральный реестр инвалидов опубликовал цифру около 70 тысяч инвалидов, 9% населения республики, а у пенсионеров 30% населения в Саранске и вот 256 тысяч пенсионеров в республике. Как вам кажется, у нас город, ну и республика доступна для передвижения безопасного людям, для людей, которым очень тяжело передвигаться? Я бы не сказал. Ну, то, что у нас такой большой процент инвалидов и пенсионеров, я уже сказал, почему это происходит, потому что молодежь уезжает, остаются те, кто, в общем-то, уехать не может, вот, и остается доживать. Я бы не сказал, что очень удобно для пенсионеров, для инвалидов. Я, например, вот был часто за границей, в Финляндии был, в Венгрии, в Эстонии. В Эстонии вы знаете, что все инвалиды ездят, не инвалиды, а пенсионеры ездят бесплатно. Все. И никакого проездного, ничего не надо. А в Финляндии все автобусы снабжены, ну, может быть, не все, я не знаю. Я был в Хельсинки и в Оулу, вот в 2 городах. Там автобусы снабжены специальными подиумами. И когда вот подъезжает на коляске, человек опускается, он заезжает, его поднимает туда и все. Видел раза 2 вот в Оулу, там это было, но одна женщина с коляской была. Водитель вышел и помог коляску внести в автобус. Вот это я видел. Там немножко другая культура и другое немножко отношение. У нас к людям, в общем-то, в стране особо уважения никогда не было. Это не 10 лет, не 100, не 200. Это традиционно. На людей власть всегда смотрела как на источник рабочей силы, на источник пополнения армии, ну, чего еще, бюджета и так далее. Ну вот, я смотрю, пытаются вот это делать пандусы для инвалидов. Хотя я что-то не видел инвалидов на пандусах, честно говоря. Может быть, где-то кто-то ходит. Вот. И вообще на улицах инвалиды... Не видите вы инвалидов на колясках? И я не вижу. Вот нет, значит, дома сидят. Значит, как вот пятиэтажки вот эти, которыми забиты наши, наверное, там нужно, в принципе, на коляске спуститься нельзя. У нас есть инвалид, например, в доме, где я живу. Вот, молодой парень, инсульт у него был, хороший парень, так получилось. Так вот, у него приходят летом, зимой-то нет, а летом приходят друзья там, и его спускают там вчетвером, спустят вниз. Он немножко подышит свежим воздухом. Вот такая вещь. Из инвалидом выехать невозможно. 8 сентября во всех районах Мордовии, кроме Саранска, прошли выборы. Участвовали 1044 кандидата и 10 самовыдвиженцев. А наблюдателей было, получается, очень мало, 600 человек всего. Ну, Единая Россия почти 100% победила, из 492 2. Ну, я, конечно, не верю в честность выборов, но меня спрашивают, вопрос меня интересует, как вам кажется, почему так мало наблюдателей? Почему сотни тысяч вот таких, как я, которые не доверяют честности выборов, мы не идем и не хотим пальцем пошевелить для того, чтобы потратить один день в году, чтобы проконтролировать вбросы или там нечестные, неравные условия? Ничего не могу сказать. Вы знаете, я думаю, что даже нет необходимости в нечестности выборов. Не допускают, да? Нет, это, возможно, где-то на отдельных участках это может быть, но сейчас ситуация такая, что, в принципе, у нас ведь народ уже воспитан. Ну, на примере Одобрямс. Была одна партия власти,
И все ходили, в общем, 90 там процентов, и все ходили. И там были отдельные, кто не голосовал там и так далее, кто отказывался, кто против голосовал. Но в основном народ голосовал. Сейчас ситуация, в общем-то, не изменилась. Просто одна также партия власти, все идут туда, вот. И все также голосуют. Ну и 3 партии, они чисто имеют, на мой взгляд, декоративное значение. Чисто декоративное значение. Остальные 3 партии. 7 сентября... Кроме коммунистов, конечно, извините, потому что коммунисты еще там, старая гвардия, как говорится, осталась вокруг господина Зюганова, и там что-то они еще говорят. Но она все с каждым годом все больше и больше принимает вот такое тоже декоративное положение, и мне кажется, их это вполне устраивает. Они свою нишу нашли и живут. Я как сторонник партии «Яблоко» еще добавил бы, что партия тоже, она старается быть, ну, в смысле, что она независима и продвигает свои идеи искренне. Вот следующая новость. 7 сентября новый министр внутренних дел Борис Маркович Шенькин, он привел из Москвы 2 своих соратников. Один будет бороться с коррупцией и за экономическую безопасность отвечать, а другой саранскую полицию возглавил. А прежний министр у нас был Юрий Васильевич Арсентьев. Какую оценку предыдущим и какие пожелания новым руководителям? Мне трудно сказать, оценить господина Арсентьева. Я не имел возможности лично с ним поговорить и встречаться, хотя такая возможность была. Меня однажды приглашали, когда открывали памятник, вот, где там жертвам, памятник расстрелянных, жертвам сталинских казней. Там открывали Ванду. Открывали памятник, вот меня приглашали как историка, я там рассказал немножко вот эту ситуацию. Вот так отношения. У меня есть и родственники, которые служат в милиции. Насколько я знаю, все-таки Саранск ныне не относится к городам с самым высоким уровнем преступности. И, конечно, это зависит не только от полиции, а еще прежде всего от того, что молодежь-то уезжает. В том числе и преступники уезжают, там, где денег больше, и шпана уезжает. А пенсионеры – это народ такой, что они хулиганят они гораздо меньше, чем остальные. И поэтому это тоже сказывается, в общем, на спокойном, более-менее спокойном состоянии в Мордовии. Ну, что пожелать новому министру внутренних дел? Стабильность, опять-таки, чтобы меньше преступности было, но и чтобы работали культурно. Потому что иногда бывают случаи, из моих знакомых были случаи, ведут себя грубовато. Вот это не надо. Полиция должна быть культурной, если она полиция. Владимир Кузьмич Абрамов, спасибо вам большое. Спасибо вам.